Студия Романа Пестерева представляет. Вы смотрите телеверсию первого онлайн-журнала в Якутске «Умный город». С вами Елена Амосова. Сезон отпусков начинается самый криминальный период, характеризующийся кражами квартир, домов и гаражей. Каждый из нас желает насладиться отдыхом, не переживая за свое имущество. Но как обезопасить себя? Этим вопросом, наверное, задавался каждый. Ответ на него вы найдете в нашем сюжете. Вневедомственная охрана – это высокомобильная, оснащенная современными техническими средствами и работающая на стабильно высокий результат единственное подразделение полиции, оказывающее на договорной основе все виды охранных услуг. Накопленный более чем за 60 лет успешной деятельности опыт позволяет обеспечивать высокий уровень имущественной безопасности граждан, предприятий, организаций любых форм собственности. Вневедомственная охрана защищает особо важные объекты города. Круглосуточные экипажи вневедомственной охраны заступают на боевое дежурство. Автомобили курсируют по всему городу и населенным пунктам республики. Мы ничем не отличаемся от других служб МВД. Только у нас функции другие. Мы занимаемся охранной деятельностью. Плюс на маршрутах патрулируем, мы раскрываем преступления уличные. Я думаю, что охрана только стоит и веревку дергает у входа или пропуск проверяет. Нет, охрана занимается как раз вот этим раскрытием преступлений, профилактикой правонарушений. Только за полугодие 2014 года вневедомственной охраной было выявлено 102 преступления и 8100 административных правонарушений. Основной задачей службы на протяжении 6 десятилетий было и остается охрана законности и имущественных интересов граждан и юридических лиц в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом о полиции. Защищая эти интересы, вневедомственная охрана выполняет свои функции, сочетание которых обеспечивает высокий уровень надежности оказываемых услуг и оперативности реагирования на тревожный сигнал о помощи в случае возникновения криминальных ситуаций. Если частная охранная структура, они человека поставили как сторожа, он там и стоит. Ни оружия, ни спецсредств, никаких прав. А у нас все. Мы можем и протокола составить, значит, дежурную часть. На все им можно использовать спецсредства, оружия. Понимаете, у нас в этом отношении намного прав больше. Преимущество тут налицо. Сейчас мы в основном перешли на современную аппаратуру, радиоохрана. GSM, это сотовая связь, да? И, значит, радиоохрана струна, это радиосвязь, значит, между квартирой, скажем, и пультом. Тысячи владельцев жилья по всей республике выбрали вневедомственную охрану для защиты своих квартир и загородных домов. Вневедомственная охрана гарантирует возмещение ущерба, произошедшего по ее вине. Наилучшей профилактикой, по мнению стражей порядка, являются оборудованные охранной сигнализацией с выводом ее на пульт централизованного наблюдения дома, квартиры и гаражи. Достаточно убедительным для жильцов является такой факт. Ущерб от одной квартирной кражи составляет в среднем 70-80 тысяч рублей. Данная сумма с лихвой могла бы покрыть расходы на защиту вневедомственной охраны, которая на сегодняшний день считается самым действенным средством от квартирных краж. А это всего-навсего от 400 рублей в месяц. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, мы будем рады обеспечить сохранность вашего имущества, квартир, дач, гаражей. Обращайтесь в наше подразделение в райцентрах и в городе Якутске. Студия Романа Пестерева. ТВ, интернет, билборды, кинотеатры, радио и газеты. Делаем рекламу быстро, качественно, креативно. Студия Романа Пестерева. Звоните 25 30 70. Вы смотрели телеверсию первого онлайн-журнала в Якутске «Умный город». Читайте нас на iGorod.pro.